Доброе утро, дорогие друзья. Вот и уехала наша альфочка до дому, до хаты. Здесь в вольере у нас теперь остались трое. Скорее всего, их будем рассаживать в те вольеры. Здесь будем все чистить, убирать и уже наводить порядки. Фурия как лежала в уголку, так и лежит. Походу никаких волчат не будет. Ты чё кричишь? Мяу, 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 мяу. Да, мяу. Фурия, ты даже не заходишь. Даже не заходишь, Фурия, в логово. О, у нас пруд перелился. Совсем забыли про это все. Вон птички там носятся. Акела, чё молчал? Пруд-то перелился. А, малой. Иди сюда. Подожди, я так пальцы все сую, скажи, отцапаю как-нибудь. И все. Потом меня по судам загоняют. Поэтому будем делать подписи. Поэтому будем создавать договор. Кто здесь будет находиться, волонтеры, друзья, все будут подписывать договор о технике безопасности. Фурочка, ух ты, кто это полетел? У вас тут это прям стражи порядки. Надо выключить воду. Зато хорошо скважина прокачалась за ночь. И там травка будет больше расти. Да, Фурия? Вообще по камерам тишина. Ни в логово, ничего. Не будет у нас в этом году волчат, да, Фурия? Очень много обрушилось хейта, комментарий в мой адрес. Ну, на дураков не обращаю внимания, поэтому расскажу тем, кто действительно переживает, кто действительно там пишет очень много и в WhatsApp, и пытаются звонить, и как-то там поучить, научить, что-то там рассказать. Хотя у самих таких зверей нету, но все равно учат. Ну ладно. Вот самый главный вопрос. Вот ты мог закопать щенков. Они могли находиться там. Ну, во-первых, я туда залез, я все проверил. Там никого нет. Это раз. Два. Если бы я даже вот когда последний раз закапывал, если там бы даже кто-то оказался в каком-то уголку или еще где-то, она бы здесь места не находила, она бы все здесь перерыла, чтобы достать своих волчат. Все бы перерыла. Поэтому здесь никаких, ну, как сказать, живых существ не было. Потому что она бы все разворотила. Посмотрите, здесь все сухое. Видно, что вот последний раз, вот я позавчера закапывал. Смотрите, здесь ничего не разрыто. Здесь вот как было, так оно и осталось. Она здесь ничего не рыла, все сухо. Никто даже не пытался здесь рыть. Значит, там никого нет, это 100%. Плюс я еще визуальный осмотр делал. То, что она там в бытовке жрала, я попытаюсь это вставить. У меня почему-то видео не сохраняется именно с камер наблюдения и не выставляется, не дает мне сохранить видео в моем редакторе. Но постараюсь и скину. Ну, факт в том, что у нее нет живота уже, это факт. И факт то, что она уже третьи сутки не заходит, не копает ни логово, не заходит ни в это логово, потому что камеры видеонаблюдения не фиксируют. Фиксируют только всяких мошек, комаров. Фиксации никакой нету. Вон она бегает. Ей как бы по барабану особо. Она не переживает ни за что. Я думаю, или ложная какая-то была беременность, ну, с выкидышем. Или просто на стрессе она пожрала их. Или мертворожденные были.
или еще что-то. Ну, много причин на самом деле есть. У нее родная сестра Фурии тоже проблематично рожает. Первый помет там у него померли все. Один только, по-моему, живых остался. Второй помет там она половину бошки пооткусывала своим детям. И вот третий помет, не знаю, как будет, не будет у ее сестры. Поэтому здесь как бы, ну, я делал все максимально возможное, чтобы было в первую очередь безопасно было волчатам. Потому что я знаю Фурию, что могли бы быть беды. Поэтому вот такое решение принял. И это решение никак оно не обсуждается и никак оно не меняется. Я уже говорил, что вдруг какой-то форс-мажор, да, пусть рожает здесь. Но, как видели, она не сутки, а она ночь пролежала здесь. Значит, все, она что-то делала. Возможно, она здесь и родила пару, сожрала их и убежала туда выкапывать, там рожать. Понимаете? Поэтому я думаю, вы очень много там болтаете и поспешных решений делаете. Я здесь нахожусь 24/7, и мне виднее ситуацию, чем вам там с колокольни где-то говорить или писать. У меня тоже как бы не очень настроение и упадок такой очень сильный, потому что все этого события так ждали. Это действительно событие было. Это раз. Два. Хозяин нашей арктической волчицы тоже как бы, я скажу, ну не то, что там недоволен, тоже расстроен. И решать с ним вопрос тоже надо будет насчет нее. Так как по договору я должен отдать буду от нее волчонка. Но так как вот так получилось, никак. Надо теперь решать с ним, думать. Что будем думать, не знаю. Ну, я сделал все возможное, я считаю. Все возможное и невозможное, чтобы она родила в комфортных условиях. То, что я там видели, вы закапывал каждый раз, ну и что? Кто-то, если заметил, Акела ей показал предпоследнюю ночь перед родами, что там безопасно. Он лег и целую ночь пролежал в логове вот этом деревянном. Есть кадры, есть видеоподтверждение. Он до этого вообще не заходил и не спал там. Вообще. Вот сколько камера была установлена, он видел, как она мечется, как она боится. И он ей показал, зашел в логово и показал, что здесь как бы, ну, я кадры сюда тоже вставлю, безопасно. Он всю ночь проспал. И на следующий день Фурия вошла в логово и переночевала в логове. Надеюсь, что Фурия у нас, никаких у нее осложнений не будет. Это самое важное. Никаких проблем у нее не было со здоровьем. Это самое важное. Ну, бывает, что теперь поделать. А как в дикой природе, а как в зоопарках погибают волчата. Я не оправдываюсь. Я просто, знаете, стараюсь как-то все сделать, чтобы было все грамотно, красиво, хорошо, но не бывает такого, что вот как я захотел, так и будет. Бывают форс-мажоры всякие. Как это получилось вот с Фурией в этом году. Акела, иди ко мне. Малыш. Тут бы Акела не дал бы покоя, если бы кто-то там был бы. Он бы раскапывал, искал, потому что там бы кто-то пищал, они бы это слышали, они бы тут покоя не дали, все поразворотили бы. Значит, не было, только родила, может, видела мертворожденную и сожрала. А может, какие-то у нее другие причины, может, не родила еще. Хотя, ну, пуза нет, я не вижу вообще. Оно как будто его и нету. Но краснота есть сзади, значит, что-то делала, как-то рожала. Может, 2 щенка было. Полярники, они же не рожают по много. Возможно, и 2 щенка только было, или 1. Тут что, никто не видел, никто не знает. Если бы я видел что-то, знал бы, сказал бы. Я одно заметил, что что-то жрала она.
когда вот здесь в этой будке была. В теремке, в домике, в логове. Сейчас попробую заглянуть туда. Раз она уже разродилась. Наделала делов. Ну, посмотрите на нее. Как она сразу. Чтоб ко мне тут не подбежала.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вот у нас Аети, Алу, и вот там у нас акула. Сейчас идем выгуливать всех троих. К поводку тяжело привыкает, конечно же. Ну ничего, по расписанию у нас прогулка. Отпустили всех наших лайчат. Вдоль этого убежали метров сейчас 500, наверное, до 5-го столба. Раз, два, три, четыре, пять. Сначала до 3-го, теперь до 5-го убежали. Их не видно, не в поле зрения еще. Там у нас лесополе такое. Сейчас туда сходим, пусть побегают щенки. И домой будем возвращаться. Доброй ночи, ось Синая замотали. Детишки его. Ай-яй-яй, аккуратнее, сейчас порвешь ее. Красота какая. Ну все, видите, как у нас темнело уже. Все, пойдемте до дому.